Ассалам алейкум. Витаю вас, друзья. Шалом алейкум. Друзья, всех приветствую. Ассалам алейкум. Еще раз. Сегодня 19 ноября 2025 года, 18 часов 2 минуты по Берлину, 2 часов 2 минуты по городу Джохару. Сегодня у нас стрим снова на платформе YouTube, на канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцу. Друзья, я вас всех приветствую. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Так, что еще? Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок Зеленский перед выбором: спасать своих или Украину». Давайте об этом и многом другом поговорим. Аслабяк Машвой. Так. Друзья, как известно, разгорается или уже разгорелся скандал по поводу коррупции. В Украине. И Украина в данный момент переживает момент, который в политологии называется окно институциональной трансформации. Самый яркий и успешный пример в мире — Сингапур, Ли Куан Ю, премьер-министр. В 1959 году Сингапур, нищий, коррумпированный, без ресурсов, окруженный враждебными соседями. Коррупция пронизывала все, от портовых чиновников до министров. Ли Куан Ю делает то, что никто до него не решался делать. Создает абсолютно независимое бюро по расследованию коррупции, которое подчиняется только премьеру и может арестовать любого, включая его самого. Первыми делами становятся дела против его однопартийцев из народного действия, людей, с которыми он 15 лет шел к независимости. В 1971 году министр национального развития Тан Киаган, боевой товарищ Ли, получает 8 лет за взятку в $500 тысяч. В 1986 году министр труда и национального развития Тех Чиан Гван кончает жизнь самоубийством, когда следователи приходят с ордером за взятку $1 миллион. Ли Куан Ю публично говорит: если я закрою глаза на коррупцию своих друзей, завтра они украдут у моих детей будущее. За одно поколение Сингапур из 120-го места по коррупции вышел на 3-5 места в мире. Сегодня эта страна с внутренним валовым продуктом на душу $88 тысяч США и нулевой терпимостью к взяточничеству. Сейчас ноябрь 2025 года. Украина находится точно в таком же переломном моменте. У нас есть война на истощение, критическая зависимость от западной помощи, НАБУ, САП, которые уже доказали способность брать неприкасаемых, и конкретное дело на столе — схема Миндича, Галущенко, Чернышов на сотни миллионов долларов в энергетике в разгар отопительного сезона. Перед Владимиром Зеленским стоит выбор, который определит не только исход войны, но и существование Украины как современного государства. Повторить путь Ли Куан Ю, дать НАБУ полный карт-бланш, уволить и отдать под суд всех фигурантов записей, независимо от того, кто из них, кто они, из какого они квартала, 95, офиса или партии.
ввести сингапурские правила, конфискация всего имущества при доказанной коррупции, пожизненный запрет на госслужбу, зарплаты топ-чиновников на уровне топ-менеджеров «Нафтогаза» и «Укрзалезницы». Второй вариант. Или пойти привычным путем. Друзи. Переговоров за закрытыми дверями и политической целесообразности. И тогда через год-два мы получим полное отключение большой западной помощи, деморализованную армию и народ, и государство, которое просто не сможет существовать в нынешних границах. Это не пафос и не красивые слова. Это холодный политологический расчет. Государства, которые в условиях войны не смогли побороть системную коррупцию в элитах, либо распадались, Югославия, Сирия, либо становились вассалами Белоруссии и Венесуэла. У Зеленского осталось несколько недель, максимум пара месяцев, чтобы принять решение, которое определит его место в истории. Либо рядом с Ли Куан Ю, Ататюрком и Манделой, людьми, которые в кризис вытащили свою страну из пропасти. Либо рядом с Януковичем, Мубараком, Чаушеску, лидерами, которых история запомнила только потому, что они не смогли переступить через своих. Время пошло, и мы все смотрим, хватит ли у него политической воли стать украинским Ли Куан Ю. Сейчас разворачиваются события, которые на самом деле должны были развернуться намного раньше. Но они сейчас находятся в такой стадии, что, знаете, уже сам процесс запущен, дела возбуждены, материалы есть, обвиняемые есть, обвинения уже выдвинуты. И теперь, как повести себя в этой ситуации? Если ближайший, сейчас речь идет уже о Ермаке, это ближайший человек, которого, например, Юрий Швец, известный, называет человеком, который потомственный гибнюк или российский агент. Тот же Швец неоднократно прямо утверждал о том, что в Омане Ермак и Зеленский встречались перед войной, или уже после начала вот этой широкомасштабной войны, встречались в Омане с Патрушевым. И знаете, я как независимый человек, который имеет свою точку зрения, хочу сказать, что вся ситуация, которая разворачивается, она очень хорошо видна на примере чеченского вопроса. Верховная Рада, которой самой влиятельной партией является «Слуги народа», «Слуга народа» партия. Ее возглавляет Давид Арахамия. Это гражданин Украины, грузинского происхождения, очень принципиальный парень, который, скажем так, они проголосовали, Верховная Рада проголосовала и слуги народа проголосовали за то, чтобы признать Чеченскую республику Ичкерию оккупированной, что над нами совершен геноцид. И также после этого признания Верховной Радой документы были отправлены в ООН, чтобы другие страны последовали примеру Украины. Это просто невероятно, это шикарно просто то, что сделала Верховная Рада. Честь и хвала всем тем, кто голосовал, всем украинцам, которые в этом нас поддерживают, искренне, честно поддерживают. Но произошел следующий момент. Как вы видели, у меня есть видео, вырезки есть полное видео. Может, не у меня на канале, я не помню, размещал я его или нет, все целиком. После того, как признали Ичкерию, Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия, оккупированной территорией, было проведено собрание, мероприятие, на котором присутствовали разные уважаемые украинцы. В том числе одним из присутствующих был бывший судья по Югославии,
Сейчас я вам... Владимир Василенко или Володимир Василенко, который это главный юридический архитектор этого документа с украинской стороны. С чеченской стороны этот документ обрабатывался, принимался президиумом правительства Чеченской Республики Ичкерия. И, как сказал на этом собрании Аят Эдигов, сопредседатель президиума, они 6 месяцев работали над этим. Все присутствующие с этим согласились, потому что вот на этом собрании был и Василий Василенко, Владимир Василенко, к сожалению, ныне покойный, он умер недавно. Но вот такой вот исторический шаг человек сделал, и в нашей памяти у чеченцев он навсегда останется большим другом чеченского народа. Ну и, конечно же, это был очень высококвалифицированный юрист, международник. Как я уже сказал, он был одним из судей по бывшей Югославии. Но после того, как документ вышел из стен Верховной Рады, и когда вот проводится вот это мероприятие, они там собираются, сидят, обсуждают, туда приглашаются, ну, кого пригласить? Кого могут пригласить? Если там находится Владимир Василенко, который 6 месяцев общался с Аядом Эдиговым, с Аллой Дудаевой и с другими нашими представителями, вероятно, я не знаю, с кем еще из президиума Чеченской Республики Ичкерия, вот приглашают их. Заявлен был и Закаев, но его там не было, потому что, что ему там делать? Ахмед Закаев подписывал документы о том, что Чеченская Республика является частью России. Задумайтесь. Верховная Рада утверждает, что Чеченская Республика оккупирована. И какие-то силы внутри Украины собираются уже буквально через неделю, через 2 недели после принятия постановления Верховной Рады по Ичкерии и лоббируют Закаева. Просто невероятно. Человек, который утверждает, что Чечня часть России, Ичкерия часть России, лоббируется какими-то силами. И это есть для меня, как для чеченца, очень такой четкий сигнал, что есть какие-то силы в Украине, и вы все это украинцы и тоже знают, и чеченцы уже многие знают. Мы видим, что там очень много нечисто, какая-то странная, непонятная война. Мы обижаемся на Трампа, на Байдена, там, на Мерца, на Шольца, на Меркель, на кого угодно. Но в первую очередь проблема внутри самой Украины. И, как говорил генерал Калугин, который живет в Соединенных Штатах уже давно, он говорил о том, что Украина была и остается одним из главных центров по подготовке агентов ФСБ и ГРУ для засылки их в Европу. И, конечно же, Украина была главным важным историческим центром для того, чтобы ФСБ стало новым дворянством. КГБ СССР и в том числе КГБ УССР стали частью вот этого нового дворянства. А без украинской истории, без украинской настоящей, славной, великой украинской истории не получается быть какой-то там великими настоящими дворянами. Фейковые получится, понимаете? А вот эти миллиарды, которые 3 поколения КГБ, убивая нас, заставляя бесплатно работать наших отцов, дедов, приватизировала все это себе, прибрала, ну, хапнула, да, своровала, приватизировала. Это не то слово, которое подходит, просто разграбила. Мы, то есть наши отцы и деды бесплатно работали на государство, а потом КГБ убивали нас за это, за то, что мы не любим коммунистов, не верим в идею коммунизма, социализма, а потом все, что вот мы 3 поколения работали, 75 лет, они просто себе поделили между собой. Им нужно было стать неодворянами, то есть новыми дворянами. Новые дворяне должны были по наследству передавать все свое имущество. Если вам по наследству достался там $1 миллиард, то он уже легален. Если вы его где-то не по наследству, а где-то его приобрели, да, вам надо доказывать. А если ваш папа там оставил вам наследство, а он умер уже, то это уже никого не касается. Вы уже вступили в наследство, и это все ваше.
Вот такая вот ситуация была. И в итоге я отлично вижу до сих пор, что в Украине действуют античеченские силы, античеченские. И поэтому я очень легко ставлю диагноз. Когда я вижу, если Украина сражается, каждый день истекает кровью за свою территорию, за свою свободу, за свой народ, и то же самое делают любые другие народы, то логично предположить, что все, кто сражается, истекает кровью, они, конечно же, являются, ну, хотя бы ситуативными союзниками. Так вот, ситуативных союзников в Верховной Раде мы нашли. На поле боя украинцы сражающиеся, мы нашли сражающихся украинцев. А вот где-то в СБУ, где-то там, еще где-то там в администрациях, где-то там, вот мы там не видим этих союзников. Потому что мы видим, что приглашается Аят Эдигов и Алла Дудаева. Понимаете? Алла Дудаева и Аят Эдигов — это люди, которые были рядом с Джохаром Дудаевым. Алла дала Джохара Дудаева, а Аят Эдигов бывший председатель парламента и занимал высшие должностные должности в Ичкерии. А в итоге их приглашают, и там Алла заявляет, что есть самозванец по фамилии Закаев, который вот пытается вот сейчас, он там не присутствует, Закаев. Хотя о нем говорят, там вот этот ведущий, сейчас одну секундочку. Одну минуточку. Его зовут Олег Березюк. Он является директором института, который организовал это мероприятие. То есть, смотрите, как я это вижу. Верховная Рада, патриоты, народные избранники голосуют. Видно, что да, люди работают на то, чтобы максимально усилить Украину, навредить оккупанту, врагу, который на них напал. И есть другая группа, они принимают правильные решения, а потом проводится мероприятие, где заявлен Закаев, которого там не было, зато были там другие некоторые непонятные личности. И Алла, когда начинает говорить, как вдова отца-основателя, можно сказать, да, Ичкерии, Джохара Дудаева, говорит о том, что есть какие-то лица, которые самозванцы, которые не собираются следовать духу, принципам Верховной Рады, которая признала Ичкерию оккупированной. Так вот, он перебивает и говорит: я не хочу лезть в ваши внутренние дела. Причем здесь внутренние дела? Какие внутренние дела вы говорите? Это просто цинизм, кощунство, подлость. А это было сделано, потому что Верховная Рада этот процесс запустила признание. На мой взгляд, это было сделано именно поэтому. Запустила процесс, признала Ичкерию. Но для того, чтобы перехватить инициативу и чтобы не дать законным чеченским властям в лице Аллы Дудаевой, Аяда Эдигова, президиума в целом нашего Ичкерии, берется просто подмена происходит. Приглашают их, разговаривают с ними. И потом говорят: это ваше внутреннее дело, мы туда не хотим лезть. Это как это получается? Вот моя логика просто в шоке. Это просто невероятно. И я уверен, Олег Березюк, как и Василенко, останутся в памяти чеченцев. Только Василенко останется как друг и герой для чеченцев, а Березюк останется, Зюком останется, не будем. И мы сделаем все, чтобы чеченцы, молодые чеченцы, запомнили эту фамилию и имя, чтобы тоже знали, что вот этот человек является одним из тех с украинской стороны, который вот абсолютно нагло, бесцеремонно перебивает Аллу
Дудаеву, и вот выносит вот такие вот решения. И их задача была вот провести вот эту конференцию, вот это собрание, и потом вывести Закаева. Что потом мы увидели? Все, вот эти, после признания с 22 года, с октября месяца, в ноябре была вот эта конференция, и вот с того времени в Украине Закаева лоббируют. Ну, я думаю, СБУ это делает в первую очередь. И вот такие вот интересные вещи. И сейчас мы видим, что, оказывается, СБУ мешает Национальному антикоррупционному бюро Украины, НАБУ, проводить свое расследование, которое независимо, которое реально работает на то, чтобы Украина стала сильной, менее коррумпированной и так далее, и так далее. И ну, вот сейчас будем наблюдать, кто победит. Я уверен, если бы Зеленский принял бы правильное решение, то большинство военных Украины поддержали бы Зеленского. Понимаете? Это очень-очень было бы круто и важно. И это очень было бы круто и важно. Сейчас, одну минутку. Вот такие вот вещи мы наблюдаем. И сейчас мы стоим на пороге, ну, я думаю, очень больших событий, очень важных событий для Украины в первую очередь. И сейчас, когда Украина сражается, когда нелегко, многие устали от войны, уже сколько это уже продолжается, и все равно Украина держится, украинцы стоят. И если бы не эта пятая колонна, то было бы совсем по-другому. И знаете, сегодня у меня тут в Фейсбуке есть один новый друг, и он выставил пост, хотя он говорит, это инсайд, у него только эта информация, я ее в сети не нашел. Он сказал, что Путин и Уитков сегодня разговаривали по телефону, и Путин сказал, что да, нужно как бы заканчивать и так далее. Что вот он готов, короче, на ничью, типа вот на месте, вот где стоим, вот там останавливаемся и так далее. И мне сразу пришло в голову именно вот это расследование НАБУ, этого антикоррупционного комитета. Если не будет в тылу, и причем я про СБУ, когда говорю, я не говорю про все СБУ. Я абсолютно убежден, там есть искренние, честные патриоты, и по-другому быть не может. Они не все работают на Россию, это просто невозможно. Я имею в виду определенные части лиц, и, скорее всего, это высшие лица, может, не все, но некоторые. И вот Путин начал говорить, что надо договариваться. Это говорит о том, что если те люди, которые работают на русню, на мой взгляд, они есть в Украине, будут привлекаться к уголовной ответственности, то у Путина ничего не остается тогда. Нету никакого воздействия, никакого влияния. И в итоге не Путина, а ФСБ, у Патрушева, у ФСБ, у России, то они вынуждены будут, получается, остановить войну. Потому что победить ее уже будет невозможно. Потому что все силы в Украине, от Верховной Рады до президента, администрации, чиновников, если будут не будут иметь влияния и будут полностью проукраинские, то тогда что? То все, то ничего не получится тогда уже победить Украину. Как-то так, друзья. Давайте почитаем ваши комментарии, ваше мнение. Мне очень интересно. Друзья, всех, кто мне тут в ТикТок заходит, пишет, всех я вас, друзья, приветствую.
не українською стороною. Ми ж з вами розуміємо, що це агенти Кремля. Да, Андрей Болко, я имею в виду не Украину, всю Украину. Украина сражается. Если бы я даже это утверждал бы, это было бы просто, ну, просто нелепо. Потому что это не может быть. Украина сражается так, как просто Россия никогда в жизни это себе не представляла, что такое с ней может произойти. Поэтому, конечно, нет. Украинцы это самые честные и мощные воины, которые сражаются. Это вообще это даже не обсуждается. Я когда говорю Украина, я имею в виду отдельных людей. И в СБУ, и в политике, и еще где. И среди военных, небось, тоже такие имеются. Но если вот эта вся система будет зачищена, то все в корне изменится, понимаете, в корне. Не знаю, некоторые украинцы мне пишут там в Facebook на мой пост, там пишут комментарии, что нет, Зеленский не пойдет на это и так далее. Но будет очень жаль, если он на это не пойдет. И тогда это катастрофа будет для Украины. И Запад перестанет помогать. И так далее. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Здесь слава Украине, Алла Казахстан. Героям слава, Алла Казахстан. Умеров тоже, вроде тоже не хочет возвращаться в Украину. Нет, Асамбек, я проверял эту информацию. Нет, он сейчас находится в Турции, и он завтра возвращается в Украину. Умеров, я думаю, в этом нет, у него не будет там, я думаю. Посмотрим, я не буду ничего говорить. Просто я слышал, что он абсолютно не бежал никуда, он просто, у него своя запланированная командировка. Он и в Америке был и так далее. Ну, везде информация забивается, что Умеров сбежал и так далее. Я думаю, нет, не сбежал. Помните, когда Умерова назначили министром обороны, в сети они начали какие-то фейки клепать, ну, такие, такого похабного, такого личного содержания какие-то про Умерова. Помните? Я тогда для себя поставил галочку, что Умеров точно не их человек. Потому что когда они начинают вот эти пошлые вещи говорить и выкладывать, на которые они там набирают компроматы какие-то и так далее, то это сразу говорит о том, что этот человек точно не их. И это сразу я поставил ему лайк за это, да. Сын крымско-татарский, Джигит, наш крымско-татарский Рустем, ага, там делает свое ЗД, он никуда не убежал. Да, сын несловленного народа, я полностью с вами согласен, я тоже не думаю, но это очень сильно, вот то, что сейчас Асламбек пишет здесь в YouTube, это очень сильно распространяется, вот это, я не знаю, в чем там дело, видимо, министр обороны, видимо, там, знаете, какая-то идет такая мощная такая ситуация, что сейчас военные могут поставить на место вот тех, кто попробует рыпнуться. Да, фитна может, там посмотрим. Да, я тоже думаю, что это абсолютная фитна и так далее. Короче, вот такие вот дела. Вот такие дела. Посмотрим, что из этого. Салам всем свободным, салам, брат. Салам, дорогой, это. Салам, дорогой. Великая... Так. Умеров, крымский татарин. Да, это крымский татарин Умеров. И мне кажется, очень порядочный человек. Очень порядочный человек. Ну, не будем, короче говоря, забегать вперед. Но мне кажется, это очень порядочный человек. Особенно, если про него Россия распускает такие грязные слухи. Там еще на грантах сидят. Да, там, конечно, раздолье для некоторых. Раздолье. Эти проблемы создавались годами на Украине. А украинцы тупо закрывали на это глаза. Сами виноваты, потому что сами были не против воровать. Иркин, ну давай так, ты же с Казахстана, да, как я знаю. Мы все вчерашние советские люди не против были любой коррупции, потому что мы не считали этот Советский Союз своим. Украина входила в Советский Союз, а значит она не твоя, она оккупирована коммунистами и Россией. И те, кто приехал в Украину, не считают ее своей, и те, кто находится внутри, воспитываются так, что только грязные
алчные, циничные могут прорываться наверх к власти. Ну и, конечно, они будут, система так была устроена. И это не касается одной Украины, это касается Казахстана, которой тоже мы не видели выборов за все это время, начиная от сегодняшнего Токаева до Назарбаева и остальных. КГБшники остались у власти и точно так же грабили. Да, может у кого-то меньше там коррупции, но в основном это была часть системы, часть нашей жизни и в Советском Союзе, и постсоветское время. Поэтому я бы Украину одну винить и украинский народ за коррупцию не стал. Это да, это вина нас всех, и чеченцев, и казахов, и украинцев, но не только отдельно украинцев. Вот что я имел в виду. Валейк салам, сын несломленного народа. Так, спасибо, Владимир. Всем спасибо, друзья, за подарки. Так. Ясно. Ты имеешь в виду власти? Ну да, это да. Власти, другой власти нету. В России же мы тоже видим, там все коррупция, сплошная коррупция. Это система. Она построена так. Если вы убираете коррупцию из системы, то она рушится. Вот советская система, КГБшная система. Знаете, эта коррупция, она необходима, чтобы держать на крючке. Знаете, почему российская армия подконтрольная ФСБ? Именно по коррупции. Они им туда деньги засылают на бюджет на армию, те их пилят, ФСБшники их ловят, отбашляют, поделят и потихоньку вербуют. И управляют тут такой системой. Поэтому коррупция, она необходима. Впрочем, как и ЛГБТ. Вы знаете, почему в Советском Союзе это все было запрещено? Потому что через это оказывалась вербовка, влияние на людей. Понимаете? И поэтому на Западе решили просто, чтобы не терять людей, которые в тайне где-то что-то там, и чтобы их не шантажировали, они это просто легализовали. Понимаете? Вот как это работает. Все тут такие сложные игры идут. Так. Постсовок, такой постсовок, повезло только странам Балтии. Да, ну не только странам Балтии. Да, не только, но им в первую очередь, и тоже, если их послушать, не все они очень довольны, понимаешь, системой, которая они в новом мире оказались, в Евросоюзе. Там это не очень богатые страны, там нефти нет, газа нет особо, поэтому как-то так. Только распад России поможет всем. Да, Эркин, это мы с тобой так считаем, как два независимых человека. Но на Западе могут, например, в Америке или в Англии считать по-другому. Например, их не интересует наше с тобой мнение, а интересует, как управлять этой системой. А если ФСБ сейчас, оно в очереди стоит. Помните ЦРУ, я постоянно тоже себя выкладывал, были видео, где ЦРУ призывает ФСБшников идти к ним. И в Англию, и в Америку, они в очереди вот так выстраивались. Понимаете, все это гибня, генералы, полковники в очереди стоят, сдаются, все там информацию сливают. И вот смотрите, мы тут простые люди, обычные люди, видим справедливость, там, оцениваем какие-то вещи в силу своих возможностей. Но справедливость в этом мире такое понятие относительное. И если через ФСБ можно управлять всей Россией, то зачем ее разваливать, эту Россию? Зачем там каким-то чеченцам или дагестанцам или еще кому-то давать свободу? И вообще нужна ли она им? Я не думаю, что там многим она вообще нужна сейчас уже. Понимаете, вот до чего дошло, что уже многие уже как бы стали частью этого русского мира. В том числе и воинами. Да, с воинами. Как-то так. Как-то так. Поэтому было бы хорошо, но боюсь, что никто не хочет распада России. Да, украинцы, может, хотят. Мы хотим, но другие не хотят это. Они считают по-другому только из-за атомного оружия. Ну, может быть, да, Сергей. Может быть и так. Может быть, да.
Но смотрите, говорят атомное оружие. Зеленский очень правильно тогда сказал. Вот вы говорите, атомное оружие попадет в руки каких-то плохих людей. Кто хуже ФСБ и Путина на данный момент? На данный момент вообще за всю историю человечества с такими вероломством. Знаете, это настоящее время называется время постправды. То есть мой канал реалити существует во время постправды. Все, ну, такой вот термин такой изобрели. Называют время постправды, что все, уже после правды, значит, нет уже правды, мы живем в мире лжи. Более были времена жестче, жестокие, но не было времен более коварных и подлых, как там кто-то написал, я помню. И атомное оружие у России, оно, ну, окажется оно, например, там у татар, или у якутов, или там, я не знаю, у чеченцев. Какую угрозу это для мира представило бы, допустим, если говорим? Больше, чем Россия может представлять. Никакую. Не так. Они продают и Северной Корее, и Ирану, я уверен, там уже там работа у них давно ведется в этом направлении. Поэтому посмотрим. Так. Зеленский все время летает в Турцию. Я бы на его месте не доверял бы Эрдогану. Но я думаю, что у Зеленского гарантии от Эрдогана железобетонные. За это Эрдоган нас может выдать России. Зеленскому он ничего не может сделать. У Зеленского не так уж много времени, чтобы навести порядок. Я думаю, да, абсолютно, Слабек, ты прав. Я думаю, от пары недель, если не дней, да может быть до пару месяцев время. Все. Или он определяется, выносит вот, отстранение того же Ермака, других, или либо он их оставляет и все берет на себя. Все, я несу ответственность. Фактически он должен тогда признать, что вот он за всем этим стоит. Ну и ну, это катастрофа. Это катастрофа. Это катастрофа. Так. Скорее всего, тюрьма, говорит Олег. Ну, может быть. Так, я смотрю, троллятина к нам, как обычно. Украиной управляет не Зеленский, а глава офиса президента. Ну, такая версия тоже существует. Ну, на самом деле, Украиной утверждают, управляет Верховная Рада. И тот же самый влиятельный – это «Слуги народа». Самая большая партия в Верховной Раде. И там у них, в принципе, консенсус в отношении России, у них единство там. Поэтому управляет Верховная Рада. А Зеленский, президент, играет большую роль. Он, конечно, он и представляет и так далее. Но если что-то там право-лево, я думаю, Верховная Рада может его быстро поставить на место. Поэтому, ну, так бы супер преувеличивать тоже не стал бы.
Так. Так. Сейчас давайте дойду до комментариев. Украину начали разоружать сразу после развала СССР, и оружие оттуда шло на Ичкерию войной, как Россия закупает у Китая и Северной Кореи оружие. Да, вполне возможно, Султан, очень даже возможно. Сам вопрос. Как ты думаешь, можно как-то распространять, где купить Конституцию Ичкерии? Я думаю, многим людям просто необходимо для знаний. Эд, ну, как мы знаем, мы живем в 21 веке, у нас есть средства массовой информации и интернет, точнее сеть всеобщая, всемирная. И тот, кто хочет, может зайти и почитать. У нас знаешь, в чем проблема, Эд? У нас чеченцы не любят читать. Кому нужно, то те все уже почитали, а в основном 90% не любят читать. Им нужно это все рассказать вот в видеоформате, причем на чеченском. Потому что и на русском не все, нужно вникать в слова, там, попробовать понимать. И многие не очень хорошо говорят, особенно взрослые, и молодежь. Вот такое. Очень взрослые плохо говорят. Хотя взрослые даже лучше говорят, чем молодежь, я тебе скажу. Поэтому нужно в основном вот, в интернете это распространять. А так, да, нужно, она есть, эта Конституция, я ее выложил, кстати, под вчерашним стримом выложил и в разделе записи выложил. Поэтому лучше всего, конечно же, ее разместить просто на сайте, где она есть, на сайте Президиума правительства, и там можно заходить и читать спокойно. Баркал Аманас. Баркал. Украина не имела чисто проукраинскую политическую силу во власти. Вот что ее подвело. Да, много было пророссийских деятелей, это правда. Так. Марго де Лиса. Да, Марго де Лиса, я согласен. То, что вы Султану пишете, я с этим согласен. Россия не выводила свою армию из Грузии, Молдовы и так далее. Неужели Украина не видела, что Россия хочет? Чеченцы, Гамсахурди видели же. Султан, видели, и украинцы видели, и Сашко Белый, и РУХ такая была организация, которая и есть, наверное. И ее представители, есть видео, где один из представителей, сейчас фамилию не помню его, на первой, по-моему, или второй годовщине Ичкерии, где там все, там Жириновский тоже присутствует, американские там журналисты присутствуют. Этот представитель РУХ обращается к американцам и говорит: вы эту, как он ее называет, гадину взращиваете, которая потом вас же съест. Он предупреждает. Были украинцы, которые понимали, просто был развал Советского Союза, и вся вот эта советская КГБшная номенклатура осталась на местах. Не было же люстрации. Вот в чем проблема. Не отстранили их от должности. Они заползли под корягу, попрятались, посидели немножко и потом опять заново вылезли. Сперва создали вот эту криминогенную обстановку, людей довели до состояния, что люди начали мечтать о чем угодно, железной руки, о чем угодно. Главное, чтобы вот был порядок, там менты делали свою работу, там был какой-то там
а, закон и порядок, чтобы был. И вот они пришли, вот, создавали новую империю. Новую империю. Планы у них такие были, оказывается. Пессимист и оптимист хуже быть не может, сказал пессимист. Может, ответил пессимист. Может, Асланбек. Я как оптимист говорю. Так. Асан, старайся сохранить себя. Тебя начали слышать не только чеченцы. Да, спасибо, Султан. Да, время постправды, говорить правду, абсолютно бесцензурированную, чистую правду, не очень оказалось простым занятием, я вам скажу. И я сделаю, что я смогу. Но мне без вас, всех моих зрителей, всех национальностей, всех религий, всех гражданств, мне без вас не справиться, понимаете? Против меня ведется мощнейшая работа, против всей моей семьи работа. У меня уже нет никого из семьи. Все там, кто-то куплен, кто-то запуган, кто-то там дезориентирован, обманут. Там. Многие просто не понимают даже то, что я им объясняю. Или не хотят просто понимать. Просто не хотят понимать, потому что это слишком страшно, слишком опасно и так далее. Поэтому у меня другого выбора нет, и назад отступать уже некуда, Дэон. Как там, помните, после за Доном земли нет, помните? Аслан, можно сделать конституцию в аудиоформате. Например, ты прочитал бы и записал бы, а мы все слушали. Да, это совершенно верно, можно, да. Можно, нужно, наверное, так сделать. Абсолютно с тобой согласен. Конституцию, да. Украина понад усе. Слава ЗСУ. Героям слава, Людмила. Героям слава. Так, почему все время... Так, будет Москва существование. Так, будьте осторожны. В Германии много агентов Кремля готово за деньги на преступление. Общаюсь с беженцами с Ичкерии. Инфа от них. Зоза. Да, я знаю, ЗОЖ. Ведется работа против меня, деньги уже заплачены. Это все известно, я уже много раз об этом говорил. Ничего страшного. Знаешь, если я это делаю ради того, чтобы донести до чеченцев правду, и только ради этого я делаю, несмотря на то, что все родственники стали мне уже бывшими, моя смерть, мои слова сделает более весомыми. Поэтому раз мне так суждено бороться за правду в это постправдное время, то, наверное, это даже будет к лучшему. И многие мои родственники вздохнут с облегчением, да. Бывшие родственники. Это даже хорошо, знаете, что я узнал многих людей, как вышел на этот путь. Это очень хорошо. А я бы в слепом неведении находился бы. В слепом неведении. Искренне веря, что у меня есть тыл. Так. Да, сейчас я сделаю так, чтобы эти все троллятина нормально здесь поорудовала. Можно ей немножко дать отдохнуть.
У вас вообще нет списки, говорит, так как вы угрозу не несете. Танкер, скажи этим своим ФСБшным ублюдкам, чтобы они меня из списков террористов, экстремистов убрали, мою организацию абсолютно мирную не признавали больше экстремистской и меня не объявляли иноагентом. А также не работали со всеми моими бывшими родственниками, которые просто занимаются всей чушью. Ничего из этого у них не получится. Я всех послал и пошлю любого. Поэтому, если ты считаешь, что я не представляю угрозу для вашей фашистской ФСБ, передай им, чтобы они не напрягались лишний раз. Да. Я задавал вопрос про Конституцию Ичкерии. Почему они не приглашают к себе Аллу Дудаеву? Она вдова и депутат Ичкерии. Курочки на меня блокируют. Даже платные вопросы не читают. Ну, ну понятно, кто такие эти деятели. Это лицемерные, пророссийские и, ну, деятели. Сам все понятно там. Кто такой Закаев, все понятно. Я вот думаю, за счет войны все эти проблемы чеченцев в те годы, предательство среди своих, это все из-за ислама. Как думаешь? Почему из-за ислама? Причем здесь религия вообще? Религия к этому не имеет ровным счетом никакого отношения. Есть КГБ, которое вербовало людей, покупало людей, делило людей и так далее. Да, при помощи, в том числе, делила религии, да, она разделила. Но дело в ФСБ и КГБ СССР, а не в исламе. Давайте не будем тысячелетнюю монотеистическую, аврамическую религию сейчас угоду конъюнктуры, сейчас всем выгодно, там, это эти виноваты, это те виноваты, там, не будем мы говорить. Каждый имеет право на свою религию и спокойно, свободно исповедовать любые взгляды, которые не мешают другим людям. Если посмотреть этнические карты Российской империи, там большая часть юго-западной России, вплоть до Волгодона, жили украинцы, даже на Дальнем Востоке жили они, а не русские. Но украинцев многих и депортировали, и много их расселяли, чтобы их сделать, знаете, ассимилировать, чтобы в Украине не остался костяк. Не удалось им, как мы видим. Аят прав, надо отталкиваться только Конституции, это основной закон. Это преступление против Ичкерии. Да, абсолютно так, конечно. Ну а как по-другому? Вот, например, ты живешь в Соединенных Штатах, и вот у вас есть основной закон Конституции. Слово американцу скажешь, он сразу же, вторая поправка, Конституция, основной закон. Сразу же все ссылаются на свой основной закон. То же касается любой другой страны. Да? У каждой есть свой основной закон. Той же Германии, где я живу, тоже свой основной закон. И если мы его не будем соблюдать и не будем наказывать преступников, которые совершают тягчайшие преступления, то какое это государство? То есть, что это за бред такой тогда собачий? Просто ради интереса, что ли, здесь? Так, чисто за то, что русских не любим? Да, мне это вообще не интересно. Просто ради кайфа какого-то. Да? Нахамить кому-то, нагрубить, это глупость полностью. Нет. Мы строим свое государство, деоккупируем наше оккупированное фашистской Россией государство. Русские, которые не являются имперцами и не претендуют на наше государство, никаких вопросов у меня к ним нет. Там могут быть и хорошие, и плохие люди. Но если он имперец, какой бы он сердобольный не был,
даже к животным, но если он имперец, да, тогда это не интересен он мне. Поэтому, конечно, основной закон, Конституция, это самый главный документ, и мы должны его строго придерживаться. И все. Украинцы русских крепостных поднимали в бунты, и русские заражались свободой. Да, именно это тоже было в истории. Это тоже факты исторические. Бюсти, Кольда, Луизель, Алекс, Машволь. У нас в США закон работает. Например, многим не нравится новый мэр Нью-Йорка. Но его выбрали люди, и все должны соблюдать закон. Да, вот пример тебе. Да, абсолютно. Абсолютный популист, абсолютно беспонтового мэра вы себе выбрали. Извиняюсь, что лезу в ваши внутренние дела. Абсолютно беспонтового вы себе мэра выбрали. Я вам скажу. Вообще. Задача Лубянки втереться в доверие спецам США. Именно через Закаева и как бы их противостояние Рашке является легендой конторы. Возможно, Шамиль, возможно, ты в этом прав. Так, Лимо иноагент КГБ России дает и своим агентам, например, журналисту Андрею Караулу, внесенному в список Путина. Да, Киртукас, я обратил внимание, Ходорковского какого-то террористом признали, там еще кого-то признали, там экстремистом. Что это такое? Это что это такое? Это я не хочу быть с ними в одном списке, да? Это абсолютно про ГГБшные, пророссийские имперцы. Меня с ним в один ряд. Да, это делается для легенды. Там закидываются все и эти, и свои, и потом этих, то есть нас, в расход, а этих потом будут поднимать как героев. Смотрел недавно, вот этот Карамурза есть один, младший, который, он рассказывает тут на немецком телевидении, пришел, рассказывает, как его обменяли на Хангашвили, там, убийцу Хангашвили, Зеленхан Хангашвили, на Вадима Красикова. А это же ложь. Карамурза, тебя никто не менял. Тебе ты нафиг никому не нужен, понимаешь? Тебя подарили, русские тебя подарили, у тебя легенда была. Обменяли американцев и немцев на русских вот этих террористов, убийц и там шпионов. А вас, Яшина, тебя, Карамурза, кто там еще с вами, там, по-моему, Пивоваров с вами, да, по-моему, если не ошибаюсь, еще кто-то, 3, по-моему, 4 человека вас в дар передали. Понимаешь, Карамурза? И они тут легенды росли, что их обменяли. Да кому вы нафиг нужны здесь на Западе? Ну, тут девать некуда этих всяких Ходорковских, Модарковских, да, вас еще обменивать. Поэтому, да, вносят списки, да, это точно. Карамурзилка, точно. Закаев пророссийский, говорит Халид. Конечно, Халид, а ты не знал этого? Халид Гамбург. Конечно, пророссийский. А ты не знал, что он подписывал документы? Ведь мы уже сколько лет уже рассказываем об этом тут сидим. Конечно, пророссийские. Еще какой пророссийский? Так, there is Masana Hult, Алекс. Так, Ходорковского обвинили, что он хочет быть царем вместо России. Знаете, что самое интересное? Вот этот антивоенный комитет, в который входят КГБшник Гудков, его сын, вот этот, по-моему, Карамурза туда входит, потом Ходорковский, ну, вся вот эта старая советская номенклатура КГБшная, КГБшка советская из лаборатории КГБ СССР выпущенная. Вот эти люди, антивоенный комитет, и требуют площадку там в ОБСЕ, что или где они там добиваются, и где-то там они добиваются этого всего, им что-то обещали. И в итоге получается,
что фактически они хотят вот КГБшника привести к власти. Да, может быть, с Путиным у него какие-то проблемы, но не с КГБ. Понимаете? А дело не в Путине, дело в КГБ. Вот это в чем проблема. И антивоенный комитет Ходорковского, он Ходорковский, который не мог сказать в Украину. Помните? Он не мог он из себя выдавить. На Украину всегда говорил. Не мог в Украину. Как только ты говоришь в Украину, ты признаешь его государством, эту Украину. Если ты говоришь на Украину, это там, ну, не знаю, на территориальное обозначение. Окраина, окраина Великой Русской империи, там, на окраине, там, где-то на Украине, на окраине. Вот они так это хотели представить. Только вышел из тюрьмы, якобы, да, ну, самое главное преступление Путина было геноцид чеченского народа. Когда он взорвал своих же россиян, ФСБ взорвало, и потом пошло с войной на чеченцев, обвинив в этом нас. Так вот, если у Путина это самое большое преступление, которое он на тот момент совершил, уходит Ходорковский из тюрьмы, сразу уезжает на Запад, ему Альбат задает вопрос, говорит, я с автоматом пойду убивать чеченов, там, Кавказ, это наша русская земля, там, туда-сюда рассказывает человек. Это имперец, это фашист, это мерзавец, говорят, его там на зоне обижали. Там, я не знаю, что с ним там сделали, но его очень сильно чеченцы обидели, говорят. Может, из-за этого. Может, из-за того, что у КГБ обязано просто быть антисемитами, то есть антисионистами, они это называют сейчас. Типа, Израиля не должно существовать, но евреи неплохие. Как бы чеченцы неплохие, говорят. Про кадыровцев говорят, вот даже тут вы, наверное, заметили. Чеченцы нормальные, а вот вы, ичкерийцы, плохие. То есть израильтяне, они плохие, или любой еврей, который хочет свое государство, он плохой, а евреи хорошие, те, которые живут в России, и им помогают вести вот эту имперскую политику. Также даже пророссийские чеченцы, они хорошие для них. Но у чеченца свое государство не должно быть. Ну зачем ему это государство? Ну, то если ты под нашим ногтем, под нашей лапой, вот тогда ты хороший чечен. А если ты свободный чечен или свободный еврей, а вот тогда ты плохой. Вот как они это делают. Поэтому и такой нонсенс, еще в этом их документе указано, что репутация должна быть, никакие посты не занимали и так далее. И туда КГБшник Гудков, отец и сын, Ходорковский, ну сколько, вы их, наверное, тоже видели. Это называется антивоенный комитет. Вот они постоянно создают симулякры. На Западе, конечно, это все видят и, как мы видим, игнорируют. Но они все-таки не сдаются, не сдаются. Пытаются что-то изменить в нем. Что скажете про чеченцев, которые живут в Казахстане? Они кадыровцы или настоящие нохчи? Но смотрите, кадыровцы это неправильное определение. Есть пророссийские чеченцы, пророссийские, то есть россияне. И есть настоящие нохчи. Дело в том, что это такое узкое определение, а на самом деле и ФСБ есть, и ГРУ есть, особенно военных очень много, особенно после этой войны завербовало, там на них работало и так далее. Поэтому говорить просто кадыровцы, это говорить об одной группе просто. Их очень много, ну, имеется в виду больше, чем кадыровцы. Например, могут быть очень врагами, ненавидеть просто люто Кадырова, но ненавидеть его за то, что когда-то его отец стоял в рядах рядом с Басаевым, там, с Масхадовым и так далее. Понимаете? Они кристальные, честные, пророссийские, вот эта старая советская КГБшная пророссийская номенклатура, а эти, как бы, вчерашние, там, как они говорят, боевики там, и так далее. Поэтому неправильно говорить кадыровцы. Пророссийские будет правильно сказать. Я хочу сказать, что в Казахстане есть очень много настоящих, честных, искренних патриотов своего народа, но есть и пророссийские тоже. Я думаю, их немного, но я думаю, они тоже есть.
Как и везде, его всюду. Вот, кстати говоря, у вас недавно в Казахстане по какому-то блогеру, по-моему, срок сейчас 3,9, по-моему, впаяли за то, что он за русню топил. Все хорошие русские оппозиционеры голосовали за Путина, в том числе Ходорковский. Так, Мичари. Комментарий. В том числе Ходорковский в Берлине. Ходорковский голосовал разве за Путина? Что-то я не помню. Ну, вполне возможно. Ну, даже если он не голосовал, какое это имеет значение, если, в принципе, как все говорят, Путин, Путин, вот сейчас как Кадыров. Что Кадыров, Путин, это вот все два зла таких абсолютных, а все остальные чистые. Не так это абсолютно. Есть террористическая банда КГБ СССР, которая имеет везде, и в Казахстане, и в Украине, и в Грузии, и везде. И люди, народы кровью это из себя выдавливают, выхаркивают вот это все, вот это наследие КГБ СССР. Вот Украине приходится такую цену платить, грузины платят свою цену, казахам придется еще, я думаю, заплатить эту цену. И вот есть, всякие есть. Поэтому неправильно судить только вот по Путину и Кадырову. Басаев, вот меня тут спрашивают, Чоп какой-то там сложный ник. Басаев герой для настоящих чеченцев? Ну, а как вы думаете, если человек пожертвовал всей семьей, всей жизнью, все, что у него было, да, в один день у него погибло 11 родственников, женщин, детей было убито. Потом через 2 недели, 3 недели мы все его увидели в Буденновске. Бомбы просто, где жили дети, туда сбрасывали. Как вы думаете, если человек отдал и ногу потерял, и брата потерял, и братьев потерял, и родственников потерял, и до конца был верен своему пути, как вы думаете, может быть так, что он, если у какого-то народа был бы такой сын, он был бы не героем? Как вы считаете? Я считаю, что время, история, он уже место занял, и время, история расставит все точки. Он занял свое место в истории чеченцев навсегда. Они не куплены, а запуганы и унижены. Кстати говоря, Шамиль, ты можешь быть очень прав в том, что ты говоришь. Очень даже можешь быть прав по поводу вот этих всяких Яшиных и так далее, и так далее. ФСБ и КГБ имеют такие методы воздействия на человека, что человек может не обязательно деньгами или там служу Советскому Союзу, там искренне там служить. Нет, запугивают, ломают, жизнь ломают, ту всю твою вот систему вот они разрушают вокруг тебя. Все просто превращают медленно, методично, годами они вокруг вот обкладывают человека и воздействуют на человека. Вот, например, помните Джамбет, этот, как его, Хусейн Джамбетов, был такой парень. Он посмотрел, что творит Закаев, он не до конца, я думаю, он не был, на самом деле, я вначале думал, что он был заранее засланным агентом и так далее. Я думаю, он был патриотом. Я думаю, он верил в то, что он делает. Он был патриотом, там искренне там пытался туда-сюда. И потом оказался в системе Закаева. На все это насмотрелся, прикинул он. И он понял, что ведь реально Кадыров 1000 раз честнее, чем Закаев. И он уехал домой. Ему дали время, он просто попал в эту. Он, знаете, он думал, что нету третьего пути.
А это так делать. Смотрите, как делает ФСБ. Вот, например, правда, вот ложь. Правда отметается в сторону, ложь делится на две части, и одна сторона лжи, она откровенно лживая, а другая немножко правдивая, где вы можете засомневаться, а может это правда. То есть это уже вообще правды здесь нет, только ложь, речь идет только о лжи. Немножко правдоподобная ложь. И вот нас начинают сопоставлять против вот в этот или в этот мы лагерь должны оказаться. Потом эти лагеря тоже могут дробиться. Вот откровенная ложь, давайте возьмем ее с левой стороны, она у меня, и с правой стороны там правдоподобная ложь. Вот эту откровенную ложь тоже можно дробить, и правдоподобную ложь можно дробить. Но все вы везде, во всем вы находитесь во лжи. И я оказался в этой ситуации, когда сюда приехал в Европу, наш президиум, правительство находятся до сих пор многие, не афишируются, не публичные они. И здесь вот были такие вот люди, ты вот берешь информацию, этот там агент говорит на того, тот на того говорит, и ты не можешь разобраться. И ты оказываешься в этой ситуации. Я разобрался. Я думаю, я разобрался. А Джамбетов, он посмотрел на это все, понял, что это все чушь собачья, то, что Закаев они говорят. Ну, фактически, прям же Джамбетов сам говорил, что там чеченцев, там это быдло, их нужно там вообще, они ничего не стоят там. Ну, прямо он это говорил. И его ошибка была, если он изначально не был агентом. Изначально он здесь не находился. Хотя я подозревал, что тогда, что вот нет, он был агентом, я подозревал. Сейчас, когда с ним сейчас произошло то, что произошло, я уже по-другому на это немножко начал смотреть. Он начал говорить вещи, которые ему там говорили. Он стал таким голосом, лицом он стал. Начал оттуда вещать там и так далее, и так далее. И всем казалось, что о, какой ужасный человек. Да, ужасно, конечно, быть там, но избежать. Но то, что готовит Закаев, и вот его вот эта группа через ФСБ, через Кремль, который ему говорят, это очередной геноцид чеченского народа. И не разобравшись до конца, если ты находишься в этой ситуации, то ты можешь посчитать, что тогда лучше поехать туда и быть там. И, наверное, может, там фигурировали какие-то деньги, может, деньги тоже предложили. И он уезжает туда. Я просто как предположение говорю. И затем он начинает вести вот эту свою агитационную, пропагандистскую деятельность. И в итоге он что-то говорит про Китай. Помните, он сон какой-то увидел у него, и он сразу это выдает, говорит, тот сон, то Китай может напасть на Россию, там, 50. Это, кстати, может произойти, то, что он сказал. И его прячут в психушку. А это работа ФСБ. Ты просто что-то ляпнул, понимаете? Ты в эфире что-то ляпнул, да, что-то сказал. Сон ты увидел, ты просто сон рассказал. Донесите до Путина, там он начал там поднимать вот эту, разгонять эту ситуацию. Я узнал там туда-сюда и так далее. Как мы знаем, еще с советских времен есть карательная психиатрия была в советское время. И вот эта карательная психиатрия, как раз вот в нее он и попал. И теперь я уверен, вот то, что вы говорите, что не обязательно, Шамиль, вы говорите, не обязательно куплен, запуган, унижен там и так далее. Вот я полагаю, что его могли напичкать, просто там, вынести мозг ему, и теперь он просто управляем. Абсолютно получается. И если посмотреть даже на глаза его, сейчас опять его, говорят, психушку упекли, не знаю, насколько это правда или нет, но посмотреть на его глаза и те вещи, которые он говорит, Путин, там, туда-сюда, ну, фактически они его уже дезориентировали его полностью. И так это делается. В психушку тебя на 2-3 недели помести, месяц, они тебя там наколят транквилизаторами. Ты абсолютно ничего не понимаешь. Мы видим только те методы, которые открыто они делают. А как я начал заниматься этим, я понял, что я догадывался, я читал, что и другие методы есть. Я теперь более глубинно начал это понимать, как они это делают. Как они психологически воздействуют. Там, ну, очень хитрые такие методы используют. В том числе используя социальные сети. Знаете, есть такая вещь, как
рекомендации у вас в ленте бывают, да? Вам по рекомендации потихонечку, день за днем закладывается какой-то нарратив. Вы даже не останавливаете. Вот листаете TikTok, там, Instagram, там еще что-то. Листаете, 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 вы не замечаете, что эта мысль вам под корку закладывается. Представьте, если такое могут русские, что могут американцы, которым все это принадлежит. Понимаете? Это очень опасные вещи. Если за вас возьмутся спецслужбы, у вас очень большие проблемы. Поэтому и я иногда вот, например, здесь там говорю, вот я вижу, что человек абсолютно работает на русню. Ты ему объясняешь, ты работаешь на русню, ты все, что ты делаешь на русню. Он этого не понимает. И я думаю, ну как человек очевидные вещи не понимает? Если ты ему говоришь, приводишь факты, он этого не понимает. Значит, он заинтересован. Материально заинтересован, еще как-то, еще как-то. И я полагаю, что на людей воздействует. И на моих родственников также воздействует. И точно так же на меня оказывается колоссальнейшее просто давление, которое они пытаются оказывать, да, ну, на моих родственников. Ну, вот такая вот интересная вещь получается. И они вот этого Хусейна Джамбетова, я думаю, доведут полностью до невменяемости. А потом могут куда-нибудь там, иди взорвись, иди что-нибудь сделай и направить его. Я думаю, вот такая вот нехорошая, короче, пессимистическая у меня оценка вот этих всех событий. Да, вся так называемая оппозиция России имперцы. Да, Киртукас, приветствую тебя. Да, абсолютно так. Настоящая позиция России в рядах ЗСУ. Абсолютно. Асан, ты проговорил в стриме интересную мысль, что европейцам пришлось в своих ЦРА из-за угроз ФСБ разоблачения местных политик чиновников. Тогда, если покончится это КГБ зараза, тогда Казахстан, Евростан сразу станет под запретом. Я не знаю, Кавказиан, я не знаю. Я просто как версию тебе говорю. Я версию тебе говорю. Сейчас вот то, что происходит в Америке, мы же видим, сейчас в Америке педофилия запрещена, это уголовное преступление. И сейчас все вот на это начинают давить и говорить об этом. Поэтому вполне может быть. Так, друзья, мы уже сколько в эфире? Кстати говоря, вы все прочитали мою статью «Теракт в Бостоне». Теракт 2013 года. Независимое расследование предполагаемого теракта российских спецслужб в Бостоне. Вы все прочитали эту мою статью? Кстати, если не прочитали, вы можете зайти на мой сайт, или же на Facebook, или на X. У меня на самом верху закреплена. Или сразу зайти на сайт. Под каждым видео в YouTube он есть у меня. И там есть сайт нашей правозащитной ассоциации. Вы можете зайти туда и прочитать про теракт в Бостоне. Там тоже, кстати говоря, есть и вот про это воздействие, которое оказывалось на семью вот этих братьев Царнаевых. Я это все рассказываю. Это публично, она не вся у меня вывешена, но я думаю, скоро будет еще у меня очень интересное расследование, которое я пока не буду анонсировать, но тоже скоро появится. Может быть, появится, может быть, я его пока не буду. Посмотрим, как решим. Интересная версия, что это 146% не обошлось без давления КГБ, ФСБ. Да. Ты чеченец? Да, я чеченец. Так, божественное, приветствую, приветствую. Если так думать, многое встает на свои места. Да. Так.
Что думаешь насчет геноцида палестинцев? Вы имеете в виду арабов сектора Газа? Потому что палестинцами там называют всех. Всех, понимаете? Раньше эта вся территория называлась как Кавказ Палестиной. Поэтому для того, чтобы понять правильно, о чем мы друг друга, чтобы понимали, потому что ты меня что-то спрашиваешь, я тебе что-то отвечаю, и зрители нас смотрят и интерпретируют неправильно. Понимаешь? Геноцида арабов сектора Газа не было. Вот что я считаю. Не было. Была жестокая война, жесткая война, жесточайшая война была. И Израиль делал все возможное, чтобы обезопасить себя. И именно после геноцида евреев Израиля произошел вот этот ответный удар. Это отрицать бессмысленно просто. Кто бы этого не хотел. Зашли, убили 1200 человек только лишь за то, что они евреи. И началась война, жестокая, кровавая война. И мне искренне жалко арабов сектора Газа, которых террористы, коммунисты, исламисты, КГБшники, ГРУшники из Хамас, ЧВК, российско-иранская ЧВК, Хамас и других там террористических там организаций напали и совершили вот это ужасное злодеяние. Поэтому вот так я думаю. Моя точка зрения неоднократно высказывалась. Все равно это же люди. Абсолютно я с вами согласен. Мне искренне жаль этих людей. Я это всегда говорил и искренне и говорил это искренне и говорю это искренне. Любой ребенок, любая женщина, любой невиновный человек не несет ответственности за то, что сделали эти ублюдки, эти террористы. Но с другой стороны, Израиль и вот этот вопрос должен был как-то решиться. И он сейчас решился. Давайте закроем эту страницу, наоборот, будем помогать этим арабам сектора Газа восстанавливать дома, чтобы они там получали какую-то гуманитарную помощь, а не сыпать соль, там, называть там то там, и так далее, что это является таким-то, сяким-то. Геноцид чеченского народа был на глазах всего мира. Всего мира был геноцид. И я не видел, чтобы арабы сектора Газа или арабы Палестины или кто-либо на этой земле говорил об этом и призывал. Были несколько евреев, в том числе и в России, типа Новодворской, которые об этом говорили. Но их голоса были очень малыми, их не очень было слышно. У Алейк салам, пользователь ТикТок, Машвоя. Суда над Гибней не будет, говорит Шамиль. Вполне возможно, Шамиль. Вполне возможно, Гибня выкарабкается из этой ситуации. На твой канал YouTube уже даже с VPN не получается зайти, говорит Кавказян. А как ты заходишь тогда? Вопрос. Читал мой коммент о том, что Боровой первый сказал о чеченской традиции убийства после событий в Армении. Нет, не читал, Шамиль. Боровой очень нехороший человек, мне кажется. Очень. Привет всем, мир над головой. Спасибо и взаимно. Валейк салам, брат Ингуш. Салам ашал, дугала вежешка. Так, сколько вы? Уже почти 1,5 часа. Ну, давайте еще. Жду от вас вопросы, друзья. Интересные вопросы давайте. А это я вот все пропустил, что ли? Азан, как ты думаешь, когда будет суд над ФРФ и КГБ? Эд, я опять пропустил твои вопросы. Смотрю, и здесь Асамбек пишет. Архивы КГБ. Так, думаешь, когда будет суд над ФРФ, фашистской Российской Федерации и КГБ? И все архивы КГБ будут переданы публично в суде многих агентов-патриотов. Я думаю, удивляться
не придется столько гадостей мы увидим. Эд, вот как я ответил Шамилю самому внизу, я думаю, не будет суда над КГБ. А, Суд над КГБ или люстрацию должны сделать сами россияне. Они уже всех заразили этой гибней. Там, я не знаю, 30% населения, если не связано с этой гибней, то это хорошо на России. И 70%, 2/3 точно, я думаю, связаны. И ну как их судить? Это целая уже своя нация. Это не русские, а гибнисты, гибнявые. Поэтому я уже не верю, если честно, это. Я очень вначале думал, верил, думал, вот, сейчас все пойдет, там, и так далее, и так далее. Ну, сейчас посмотрим на Украину. Конечно, еще я верю, чуть-чуть есть процент, что я в это верю. Но я думаю, сейчас как Украина сделает. Если сейчас Украина зачистит пятую колонну, и это, считаю, эту гибню она зачистит. Если Украина сможет, то и Россия сможет. Но пока что-то... Пока не вижу никакого желания. Я думаю, что, знаешь, очень удобно воспользоваться этим КГБ для американцев, для англичан, для европейцев. Ну, очень хороший инструмент. А они еще умеют становиться на колени и делать так, что ты думаешь, ну, они всегда будут стоять на коленях. Так, внушить тебе. Вот это рабство, оно сидит в них, да, умеют они. Как Путину удавалось быть одновременно, там его Буш по спине хлопает, да, Джордж Буш, и он еще внутри какой-то царь, повелитель судеб и так далее. Как это в одном человеке уживается? Он там перед Бушем, до сих пор даже перед Трампом как лебезит, ну а там он такой весь там герой и так далее, и так далее. Умеют вот они, умеют располагать, умеют там показать, что они холопы, рабы. И когда ты получаешь пользу, выгоду, ты, ну ладно, почему бы не воспользоваться? Я боюсь, что именно так и будет. В 1942 году все верили в могущество СС. Абсолютно, Сергей, я с вами согласен, абсолютно это так. Но в 1945 году произошло полное поражение нацистской Германии. И многие эсэсовцы и многие вот эти нацисты, они ушли от ответственности. Вы это знаете? Да, народ, который они оболванили, они бросали вперед, многие погибли, там, это 7 миллионов немцы потеряли во Второй мировой войне. Но по факту, даже люстрация КГБ, была люстрация после падения Берлинской стены, была люстрация, но не было вот полной иллюстрации, вот такой тотальной иллюстрации. Даже самое больше всего, лучше всего Польша и Чехословакия, Чехословакия тогда провели вот эту анти-КГБшную вот эту зачистку, и то у них остались они. Поэтому посмотрим. И если бы они были абсолютно слабыми, то, наверное, бы их вычислили бы быстро. Вот они умеют. Они сейчас готовят. Они сейчас понимают, что у них поражение. Они в очереди стоят к американцам и к англичанам. Сдавать, там, служить, там, подчиняться. В очереди стоят. Можете посоветовать документальный фильм, где можно больше узнать о ситуации в депортации в Казахстане? Роман, большому сожалению, очень мало на это есть информация. У нас есть такой, я фильм не знаю, не могу сейчас сказать, ну, чтобы он был настоящий. Художественный фильм «Ночевала тучка золотая». Кстати, еврей снимал. Так, чтобы, на всякий случай. Она очень такая, фильм-то художественный, но правдоподобный. Есть у нас уже ныне покойный, умерший, Далгеш Луэльсон, Хасан Бакаев, историк. Он писал про депортацию, именно там перечисляются очень важные моменты. Писал об этом Абдурахман Автарханов, тоже в Германии похоронен, в Мюнхене. Вот, ну да, есть некоторые
авторы, которых можно вот почитать на эту тему и более-менее, не более-менее, достоверную информацию получить. Но вот больше я не знаю, вот так сказать, не знаю. Ну вот смотрите, Роман, вот у Абдурахмана Авторханова практически во всех книгах проходит красной чертой вот обсуждение вот этой ситуации, вот этого геноцида под видом депортации. Одна из них называется «Народоубийство СССР. Убийство чечено-ингушского народа». Есть такое название. Потом начальная редакция, она так называлась, я ее в начальной редакции читал давно. А сейчас, может, даже немножко каждый редактор ее может чуть-чуть видоизменить название. Но вот как я читал «Народоубийство СССР. Убийство чечено-ингушского народа». Вот есть. Там очень интересно можно почитать. Ну и в других у него есть там книгах. У них в других книгах там можно просто поискать. Ну вот вам автора я говорю. Хасан Бакаев и Абдурахман Авторханов. Вот два человека, которым я доверяю. Которые историки. Хасан историк. Абдурахман Авторханов жил здесь в Германии, в Мюнхене. Он является основателем одним из основателей радио «Свобода». Тогда это называлось вначале «Сопротивление». И похоронен он в Мюнхене. Это известный политолог, известный человек. Его на России считают врагом. Кстати говоря, меня тоже приписывают к нему. Говорят, что я такой же предатель, как и он был. Хотя мне до него далеко. В смысле его аналитического и интеллектуального склада. Недалеко до него. Яркий пример Габышев, шаман, которого КГБ России психушки сломили. Да, Киртуз, это вот шаман, этот шаман тоже точно пошел по этой же стезе. Вот он сказал, что я сейчас изгоню этого беса, пошел, и все, и вот что с ним стало. Убивать его не стали, взяли, запихали в психушку и все. А так КГБ всегда делало. Если убить, то герой. Понимаете? Ну что стоит его жить? Он же идейный человек. Ему умереть за это его цель, по идее. Если он идет открыто, с лицом, идет на Москву, там, собирает людей. И засунуть его в психушку, все, ну что вы за дураком пойдете? Вот в психушку. Лучше в психушку засунуть человека, чем его убивать. Это КГБ очень вероломное. Так. Расскажите, насколько замусорен разговорный чеченский язык русскими словами? Отличный вопрос. Я вам скажу, да, есть очень много слов, которых мы используем в чеченском языке уже так автоматически. Например, давай, давай это чисто уже чеченское слово стало. А на самом деле это вайта, немецкое слово вайта. И оно раньше немцы говорили вайта, 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 вайта. И русские, немцы когда приезжали еще при Екатерине, они тогда использовали там, ну, вайта, вайта говорили. Давай дальше продолжай. И русскому, когда вайта, вайта, вайта говорят, он давай, давай, давай. Вот появилось это слово давай. Мы, чеченцы, тоже его используем, но все у нас его используют. Давай, давай, это мы прощаемся, встречаемся, давай, давай. Много, очень много слов. Да. Ну, нам не разрешали говорить на чеченском языке. В школах не преподавался. Говорили, дома будешь кумекать на своем. Да? Вот такая вот была история. Очень много, да. Надо язык, конечно, тоже вытаскивать. Язык – это основа всего.
Так, Шамиль, даже не будет смены. Это гибня просто сменить название, будет востребовано далее. Алекс, ну вот именно так они всю историю повторяли. Вот все, всегда они так делали. Вот, меняли историю. Они за время советского периода, да, как они, ВЧК назывались, там, НКВД, МГБ, потом МГБ, потом НКВД, потом КГБ, уже 4-5 раз меняли название. Только в одной стране одна и та же секретная спецслужба, как обанкротившаяся фирма, чтобы с себя эти все преступления снять, сбрасывала. Бакаев Хасан Зайдинович и Абдурахман Гиназович Авторханов. Да, правильно, только не фамилия Абдурахман, а Абдурахман его имя, его настоящая фамилия Авторханов. Авторханов. Да, вы правы. И Бакаев Хасан, я не помню его отчество, но, по-моему, вот речь о нем идет, Бакаев Хасан. Да, все нашел. Пожалуйста, Роман, пожалуйста. Я по поводу гибни, я думаю, самых ярых преступников уничтожить частично, посадят, оставшую часть запретят вообще подходить близко к власти. Ну, хотелось бы верить, только кто это будет делать на России? Кто это будет делать? Чеченцев я призывать к этому не буду. Чеченцы это делать не будут, а больше некому. Когда чеченцы подняли бороться за свою независимость, на постсоветском пространстве бороться за свою независимость, они в том числе и за русских боролись, и за всех российские народы боролись. Они все вместе пошли топить нас в крови. Все вместе. И, наверное, нам тоже нужно было немножко по-другому преподносить вот это в самом начале. Хотя было в начале, но потом все-таки они убили всех думающих, купили, запугали, дискредитировали остальных и свою вот эту пропаганду навязали нам. Ну и деньгами завалили, там разных всяких наших журналистов, там, пропагандистов и так далее. Провокация в Украине похожа на капитуляцию Кадырова? Не, я не понял, Шамиль, вопроса. Я что-то не думаю, что Кадыров... Почему здесь капитуляция? Не понял. Привет, Старклайд. Здорово. Страсклайд. Вся психушка в Кремле и Госдуре. Лично я хочу тебе сказать, Баркал, ты с Аядом делаете очень правильную работу. Многие слушают правду и не попадают на уловки агентуры ФРФ. Спасибо тебе, Эд. Спасибо вам всем, друзья, за то, что вы меня поддерживаете, и за то, что помогаете мне. Потому что это очень важно, это очень нужно, друзья, для всех нас. Вы узнаете, я делюсь с вами ситуацией о чеченской проблеме. Вам навязывают пропаганду, вам говорят ложь. И очень трудно устоять от этой лжи, когда вам приводятся такие убедительные факты, что вот эти чеченцы такие людоеды, чеченцы такие, чеченцы сякие. В это очень как бы легко поверить, когда у тебя со всех чайников, со всех утюгов тебе об этом рассказывают. И я пытаюсь вам объяснить нашу позицию, нашу чеченскую позицию, что мы, вот и все, кто меня смотрит, кто пишет комментарии, кто-то ставит лайк, кто-то не ставит, которых я прошу не ставить сам лайки, для их же безопасности, которые находятся во временно оккупированной Ичкерии. И эти все люди подтверждают, что то, что я говорю, это не лживо, и это правда, и вы это все видите, и это для нас очень ценно. И по ходу, когда начинаешь разбираться со всем, ты вникаешь в проблемы,
и понимаешь, что не только у нас, оказывается, проблемы. Я думал, что весь мир крутится вокруг чеченцев, что нас одних всех ущемляют, притесняют, убивают, там у всех все нормально и так далее. У всех везде есть свои какие-то там проблемы и так далее. И ну, мне самое странное кажется, когда я некоторым чеченцам, хотя я многих уже убедил, что евреи нам не враги, Израиль нам не враг, там российские, проимперские, там какие-нибудь там Соловьевы, Ходорковские, я не про них, а про вот людей, которые на своей тысячелетней истории земле живут и так далее. И вот их оболгали российское правительство. Сейчас особенно заметно, да, буквально за несколько месяцев ненависть к Израилю, не месяц, а вот год, два, сколько вот, с 22-23 года, когда 7 октября, ну, 24-го, скажем, да, когда уже Израиль начал отвечать уже по-жесткому. Нам рассказывают, ну, просто, даже повторять не хочу, какие ужасные вещи. И было видно, насколько глубинно они к этому подходят. У них столько материала на еврейскую тему, на израильскую, там, антисемитскую тему и евреефобскую тему. И когда я чеченцам объясняю это, ну, практически 95% сразу же понимают, о чем речь. Потому что нас оболгали. И мне доказывать чеченцу очень легко. Потому что, во-первых, чеченцы знают, что я делаю это для того, чтобы установить истину, а во-вторых, они сами знают, как нас оболгали. И чеченцу, реальному, настоящему, думающему чеченцу, это вообще легко объяснить, доказать. Но эта работа тоже, кстати говоря, не ведется. Среди чеченского общества евреями тоже не ведется. И мне приходится и там, и тут вот это все разъяснять. И знаешь, когда не понимают, вот это самое для меня странное бывает. Я думаю, этот человек, ну почему он этого не понимает? Просто, ну как он этого не понимает? Если нас можно было оболгать, взорвать свои дома, обозвать нас террористами только за то, что мы хотели жить на своем клочке земли, себе не мешая никому, в мире, в согласии со всеми, то почему нельзя вот оболгать евреев, например? И почему чеченец этого не понимает? Это очень трудно, но многие у нас просто по натуре у нас нету фашизма, нацизма, в культуре у нас этого нет. И многие очень хорошо понимают. Хотя вот в основном все, кто меня там не понимает или не хочет понять, они связаны с русней. Не все, есть такие, не связанные с русней, но есть. Но в подавляющем большинстве, 95% чеченцев отлично понимают. Поэтому правду говорить это легко, потому что ее аргументировать легко. Да, за нее у тебя могут возникнуть проблемы, но сам факт, тебе ничего не надо запоминать. Потому что ты говоришь правду, тебе ничего не нужно фиксировать, ты уверен в себе, ты знаешь, что ты говоришь, и тебя никогда не поймают на лжи. На ошибки где-то поймают, где-то там на путанице поймают, но не на лжи. Потому что ты говоришь правду. А правда это дорогого стоит. Как-то так. Да, лахан я дерейс хуй, массере я хуй. Да, лахан. Тарханов всегда останавливался у бабушкиного брата в Нью-Джерси. Угу. Ну, он в Америке, да, был. Он когда уже Вторая мировая закончилась, он перешел на сторону американцев. Надо за себя только бороться. Ну вот все так и делают, Старклайт. Но когда ты только за себя борешься, ну тогда твоя борьба не совсем честная получается. Да, конечно, своя рубаха ближе к телу, там ты о себе должен думать, это по-другому никак не может быть. Но в первую очередь ты себе домой несешь, правильно? Еду, деньги, своих детей накормить. Но если ты видишь откровенное зло по отношению там, к другому, ты не можешь молчать. Например, опять же, этот же еврейский вопрос возьмем.
я знаю, насколько сильная пропаганда среди чеченского общества ведется российскими спецслужбами. И я взвешивал, да, если я сейчас скажу, а на меня вот они все, вот что мне сейчас предъявлять, больше предъявить у него нечего. ФСБ они говорили, уже не докажешь, да, что я сделал против вот этой террористической банды. Ну, все эти болтуны не сделали 10-й части, даже 100-й части. Поэтому особо не скажешь, что ФСБ там и так далее. Ну, я говорю, там, поддержка Израиля. Вот они за это захватились, он против мусульман и так далее. Таким образом, они чеченцев от меня пытаются отвернуть. И я тогда чуть тормозил, подтормаживал ситуацию, думаю, ну, если я сейчас буду откровенно, они и так на меня набросятся, и чеченцы, а мне важно вытащить чеченцев из этого болота, понимаете, которые их затягивают, засасывают. Любой ценой мне их нужно вытащить оттуда, нужно им объяснить. Чеченцу нужно просто аргументированно, доказанно объяснить, и все, ему больше ничего не, он сам сделает лучше всех. Но потом я подумал, тогда это будет нечестно, если я буду пытаться там, знаете, у меня был тут один случай, когда я пришел к адвокату, в начале, самое, когда я сюда приехал, э, чтобы там делать документы там по поводу там подавать на убежище. И этот адвокат мне сказал такой антисемитскую, какой-то такой проброс он сделал. Я сейчас не помню все детали, я помню, что это порезало мне слух, так, мне так резко это было. И я хотел возмутиться сперва, но потом я как бы, ну, разговор еще с переводчиком идет разговор, и поэтому не успел я вовремя возмутиться, и я потом промолчал. И меня так это в душе гложило, что вот он так прямо какой-то, я не помню даже, не так, чтобы вообще мощно там что-то он антисемитское сказал, но вот он это ляпнул, и у меня это осталось. И я долго-долго переживал по этому поводу. Почему я промолчал, почему я, ну, до разговора ушел из-за еще переводчика, если бы не был бы, если я бы сразу среагировал. И вот промолчал. И вот в этом случае также получалось, что если я сейчас, чтобы вытащить чеченцев из болота, буду изображать, ну или не участвовать, процесс идет ведь, да, вот война же 2 года в секторе Газа шла, и, там, или около этого, и промолчать это, ну, значит тогда вот занять позицию, как все чеченцы. Потому что все чеченцы говорили там, ну, все вот эти ГБшные чеченцы, которых мы видим, их подавляющее большинство, вот во всех каналах вы можете наблюдать, подавляющее это цеховики, которые за деньги работают по программе Русни, кого-то там просто оболванили, просто полезный идиот, кто-то за деньги просто чисто отрабатывает. Я принял решение, не буду я, короче говоря, стесняться. Кто поймет, поймет. Пусть через 5 лет поймет, через 10 лет поймет. Но я буду говорить как есть. И, знаешь, поэтому, да, нужно себя, своего вперед. И меня это и останавливало. С тем же адвокатом, когда он сказал, мне нужен был очень юрист, и как бы важнее было не то, что он что-то там антисемитское сказал, а то, что мне нужно, хороший адвокат мне нужен был. И мне сказали, что это хороший адвокат. Но я отказался от него после этого. У меня с ним не срослось, и уже душа не лежала к нему. Но сам факт, что ты вынужден, а если ты идешь честно по своему пути, иди честно. Вот и все. И ты не можешь защищать, например, ты дагестанцев не можешь защищать, если у тебя рядом чеченец истекает кровью. Чеченец, там, возьмем не мусульманина, там, калмыка, осетина, без разницы, кто у нас там соседи, не мусульмане. Ты не можешь его защищать, если ты своих защищать, если ты их не защищаешь. Да, первому, конечно, своему надо помочь, согласен. Но это тоже ты не можешь проходить. Тогда нечестно это получается. Как-то так. Как-то так, как-то так. Как думаешь, Путин развяжет ядерную войну? Я уже уверен, что нет. Я уже уверен, что нет. Почему чеченцы, приехав в Европу, учат арабский язык? Александр, отличный вопрос. Знаешь, это еще полбеды арабский язык. Полбеды. И приезжают чеченцы сюда и своих детей отдают в русские школы. Причем у меня есть примеры из моих бывших родственников. Да?
В русский отдают. Елки-палки. Это тоже. А так, да, я полностью согласен. Приезжать, да, нужно свою религию изучать, смотреть, если, чтобы тебя хотя бы как минимум не обманывали какие-то проходимцы. А так, чисто нужно учить чеченский. Если ты приехал сюда, вдали от родины, ни русский не учить, ни арабский не учить. Учи немецкий, английский, какой твоим детям понадобится, и чеченский. Или французский, там какой-нибудь там, европейский язык. Я согласен, да. Но больше того, чем арабский, для меня, например, неприемлемо, что детям учат русский язык. Зачем? Я не понимаю просто. Как-то так. Опасаюсь, что Русня зашлет пару тысяч БПЛА с оружием для банд джихадистов. Как будут вести чеченцы, кто за Ичкерию. Ведь то, что происходит в Европе, это неестественно для чеченцев. Я не понял, куда зашлет пару тысяч БПЛА с оружием. Не понял я. Шалом, говорит Марк. Вы оказались правы. Я не сумел найти высказывание Авторхана о том, что евреи подговорили Сталина о усилении войнахов. Этот нарратив продвигает деньга халидов. Нет, нигде. Я Абдурахмана Авторханова, по-моему, я все у него перечитал. Если бы я у него просто намек об этом услышал, у меня в голове это осталось бы. Никогда он, наоборот, он был очень проеврейским. У него жена, по-моему, армянка была. А сам он был очень проеврейским человеком и очень мудрым человеком. Поэтому, нет, никогда он этого не говорил. А вот эти разные деньги, там, монеты всякие, они что угодно будут говорить. Абдурахманов Тарханов враг номер один Советского Союза был. Враг номер один. Его ненавидели лютой ненавистью. И знаете, когда началась так называемая вот эта революция, которую устроили так называемые оппозиционеры чеченскому государству против Дудаева, тогда появился Автурханов, такой был, Умар Автурханов, мент какой-то, где-то он в Волгограде, что ли, был, и вытащили этого мента, привезли, дали ему должность и так далее. И я полагаю, его фамилия, похожая на Автурханов и Автарханов, она тоже не случайна. Так же, как не случайно сегодняшний министр пропаганды, там один есть, там, Дудаев, Ахмед Дудаев такой есть, его тоже не случайно назначили. Поэтому вот этим людям всем, которые деньги зарабатывали только лишь на сходстве своей фамилии с великими людьми, нужно бы благодарить этих людей. Так, российская пропаганда очень давно занимается антисемитской пропагандой. Наверное, еще с царских времен. В Российской империи даже были еврейские погромы. Это одобрялось властям. Да, Гаджубей, абсолютно так. Это известные факты. У арабов не было адатов. Ну, что значит не было адатов? Адат это просто, адат это по-чеченски обозначение наших законов. Это чисто чеченское слово, адат. Это свод правил, свод законов, которые были всегда у всех. И были и, ну, у всех были, и у арабов, я думаю, тоже у всех были, как не были. Если народ был, значит и законы были, правила были.
Спасибо, Шамиль, и тебе спасибо за хорошие вопросы. Адат – это не арабское слово, это чисто чеченское слово, мне кажется, нет? Ну, может, ошибаюсь. Так, друзья, сколько мы в эфире? Мы уже почти 2 часа. Почти 2 часа. Друзья, хорошо. На этом я закончу свой стрим. Спасибо вам, друзья. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Постараюсь завтра тоже выйти в эфир. Посмотрим, как получится. Всего самого хорошего, друзья. И все будет Ичкерия. Слава Украине. I'm Israel High. God bless the United States of America and Germany. Адикюэль Маш Ойл. Всего хорошего. До свидания, друзья.